Республики Коми на этой неделе встретился с представителями бизнеса. В условиях санкций предпринимательское сообщество анализирует первые потери, просчитывает будущие риски. Правительство Коми тем временем отслеживает работу основных предприятий и заявляет о готовности их поддержать. Все детали у Ольги Коняевой. Текущая геополитическая ситуация, жесткие санкции уже приносят негативные плоды. Об этом говорят промышленники. Закрытое воздушное пространство, морские порты, транспортно-логистические цепочки нарушены, но уже ищут новые пути. Покупатели готовы покупать, готовы платить, перечисления идут и по тем продукции, которая отгружена. Но как и куда сегодня увезти продукцию – целый вопрос встал. Перечень недоступных для нашего бизнеса позиций по импортным составляющим сейчас формируется с последующей переориентацией на поставщиков азиатских стран. Дано задание отработать по всем регионам по номенклатуре запчастей, лесопереработки химикатов, строительных материалов, импорт содержащих. То, что сегодня уже мешает работе, или будет мешать в ближайшие дни, недели. Основной курс, основная задача – это ни в коем случае ни на один день, ни на одну минуту не допустить остановку любого производства. Госдума приняла сразу в 3 чтениях пакет антисанкционных законов. Кредитные каникулы, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, упрощение работы по закупкам товаров для государственных и муниципальных нужд. Отдельный механизм поддержки планируется для строительной отрасли. 24/7 работает Федеральный оперативный штаб по повышению устойчивости российской экономики. Такая же работа идет в регионах. В Коми будет расширен перечень системообразующих предприятий для увеличения федеральной поддержки. Министерство экономического развития ждет информацию от всех предприятий о рисках в экспорте, логистике и любых других трудностях. Организовывая работу не только в Минпромторге, в Минсельхозе создан соответствующий штаб, в Минстрой, в Минэнерго, в Минтруде. Поэтому мы будем являться, министерство будет являться одним окном для того, чтобы доносить информацию и обозначать проблемы в других федеральных органах исполнительной власти. Сегодня правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, правительство регионов в ручном режиме готовы отрабатывать в круглосуточном режиме с каждым отдельным предприятием, неважно, это крупный бизнес, малый бизнес. Будет оказана помощь малому бизнесу. Он страдает первым и еще более социально ориентированный, когда цель больше не прибыль, а польза обществу. Санкции повлияли на текущее состояние малых предприятий и пока приостановили проекты дальнейшего развития. В связи с нынешней обстановкой закрылись поставки музыкальных инструментов, цены уже возросли. В работе у нас проект по созданию большой коллекции домашних изделий, в том числе одежды из льна. Вот эта коллекция одежды и домашних изделий должна была пойти как раз-таки в Европу, в большей своей части на площадке европейских маркетплейсов. Обострение ситуации вокруг поставок российского газа в Европу, санкции против строительства газопроводов. Такое уже было, говорят эксперты. Газовая магистраль Уренгой-Помары-Ужгород в начале 80-х годов была построена в еще более жесткой ситуации холодной войны и идеологического противостояния между Советским Союзом и странами Запада. Санкции тогда подстегнули процесс. Несмотря на трудности, строители закончили линейную часть трассы газопровода и уже в начале апреля освободили пахотные земли для полевых работ. Проект стал для СССР одним из национальных приоритетов. Всего через 18 месяцев западно-сибирский газ с крупнейшего в мире на тот момент уренгойского месторождения пришел в Западную Европу. Опыт и история показывают, что не очень любим мы в расслабленном состоянии работать и созидать, преодолевать наше все. Все периоды нашего роста через преодоление, через вызов, через сверхусилия. И нам это удается. Национальная идея, я бы сказал. Поэтому за работу, дорогие друзья. Крупные игроки пока анализируют ситуацию, возможные последствия и собственные шаги. Собственник Сыктывкарского ЛПК, например, заявляет, что внимательно следит за ситуацией на Украине, реакцией международных правительств и любым потенциальным воздействием. В Коми производство продолжает работать бесперебойно, а вот завод по выпуску бумажных пакетов во Львове, где работает 100 человек, пока закрыт.
Часть предприятий переориентировалась на отечественное оборудование и рынки еще после санкций 2014 года. Разрыв экономических связей наносит ущерб не только российской, но и мировой экономике в целом. Бизнес – это организм, который как росток, да, всегда будет искать возможность существовать. Вот вы думаете, Европа очень радуется санкциям? Ничего подобного. Америка – ничего подобного. И вы же понимаете прекрасно, что это правительство, да, там объявило какие-то санкции, что в Европе, там, в ЕСе, да, что в Америке. А люди в бизнесе, такие же вот с той стороны, как вы, да, в Европе и в Америке, им это санкции вообще нож в горло или в сердце. А куда они денутся со своим товаром? Вот ведь Россия потребляет огромное количество и запчастей, и не знаю, там, и химикатов. Вчера мы обсуждали с лесниками, да, с нашими, что им нужны там для производства там целлюлозы и так далее. То есть миллионы номенклатуры, которые мы потребляем, они куда это денут? Противостояние держав, процесс исторические санкции против России появились не вчера, и со всеми страна справилась. Это время испытаний, но и время возможностей. Важно реагировать быстро, искать новые, альтернативные и более выгодные пути.